Иваныч, ты мне скажи, коли почистил эту вот канавку ты, Месяц назад и, и что в вынику стало лепш? Вы... стало намного лучше стало. 410 метров. Ага, Намного лучше. Здесь уже полностью были такие заросли непроходимые. Но я вам видео потом скину. да-да. Пошли далее. Года 2-3 у меня освещено все озеро. Ночью. Вы можете ночью сюда приехать, вы охренеете. Здесь можете ходить, ничего не бояться по всему озеру. Подумай. Мгм. И сколько ты уже его в аренду дали? На протяжении какого часу он взял? Уже первое озеро 12-й год будет. А это озеро 10 лет кончается через год. Ага. И ты по документам продлил аренду до какого года? А у нас в районе практика по 5 лет продлять. М. Хотя по закону имеем право до 25 лет, но почему-то у нас люди так, руководство так решило. Это на узроне Клецкого райвиконкама, так я разумею? Депутаты, райсовет. Решение приняли и все. Они не то что приняли, такая была у нас, как ее фамилия, Светлана Владимировна, предыдущая. Ага. Шукая себе работу, шукал. Вот нечем заняться, так вот хотим на 5 лет, и все. В других районах уже, чтобы люди не боялись влаживать деньги, на 25 лет делают аренду. Даже в соседних Ляховском, Копрском, Ну, есть, да, такие примеры есть на 10, 15, 20, 25, чтобы люди не боялись влаживать деньги в озера, понимаете? Ведь это наше будущее. Детям останется когда-то там, ну, людям. То, что в аренду начали сдавать, это правильно. Может, не все озера надо было сдавать. Ну, я имею в виду, вот такие на отшибе, они ж уже, если бы их не отдали в аренду, их бы, по сути, одно название было, как вот это третье, наша дикая. Согласитесь? да. Да. А ты мне скажи, а чья там пчелопасека, не твоя? Пчелопасека, тут такой дудук есть. Так мед крыску качая или не качая? Что? Мед качая или не качая? Качаем. Наверное, качают. Вот я ставлю сетки на озере, отлавливаю рыбу на продажу. Потому что боюсь спускать. Если я спускаю в озеро и много рыбы, особенно первый спуск, бывает по 2 тонны может погибнуть, были случаи. Задохнется в грязи там или в чем. А у нас по закону Республики Беларусь я имею право отлавливать арендатор сетями, приобретенными в Республике Беларусь официально. Бирки, приказ, висят там у меня на складе, где они находятся. Инспекция при президенте, они приезжают, проверяют. Ну, законность. А человек, он не понимает, например, что у меня сети официальные. Я их ставлю, он сразу звонит. И звонит постоянно, типа вот, если ставить сетки, если ставить сетки. Те приезжают проверять. У меня все законно, понимаете? Они извиняются, но, говорит, сигнал поступил. Это вот его, вот он загорал землей, а он его... Да, он тут садит для пчел горчиху, другие медоносы. То есть это вот участок, и он выкупил, это уже его властность. В аренде лично подсобное хозяйство. Вот этот участок, потом 25 соток под строительство обслуживания жилого дома и 40 соток, которые граничат с моим земельным участком, тоже под лично подсобное хозяйство. Но есть люди, которые хотят уже купить. И вот как у меня в собственности участок под строительство дома, у его под строительство, и хотят купить. Но уже раз у его в аренде, личном подсобном хозяйстве, ну, под возделывание, можно договориться только с ним. Если он уступает 25 соток, то человек может потом взять в государство, построить здесь дом, понимаете? Но есть желающие такие уже. Вкладывать груши. Ну правильно, есть желающие, потому что я на голом месте, на голом поле, на сметнике, по сути дела. Ну, тут не сметник, где дом стоит, а там дальше. Там же сметник был у нас. Вы же знаете. Его колхоз засыпал, и все.
Когда уже что-то построено, так уже, конечно, потянулись люди, приезжают, смотрят, ага, так и так. Мечты, мечты. А там печка, буржуйка или что-то? Там, я думаю, с электричеством я решу вопрос. Я его уже узаконил, вот на днях должно быть документы на его, на дом уже. Ну, это сейчас в декабре тут мы дальше начнем продолжать строительство. Терраса, 2 комнаты еще сбоку будет достроена. Терраса, там печка очень хорошая. Там вы плюс 30 градусов через 10 минут. Ну, временно пока. Желтая редька? Да, горчица, по-моему. Или редька. Не, редька. Редька. А горчица будет такая фиолетовая. Фиолетовая. Или наоборот, не знаю. Это твои люди працуют тут? Да. Яблоки? Яблони это и неизвестно сколько лет и откуда она. Вот нигде яблок нету. Тут полсинявки яблоки брали с одной яблоки. Ну да. Даже сейчас можете насобирать себе поесть. Да, да, да. Да, да, да. Тут зерно Для рыбки? для рыбы, да. Вон в мешках там. Да, что Ну, зерно много-много что тут есть. это пшеница или что? Да, пшеница. Только пшеница. Для рыбы пшеница, ячмень, тритикали. Овес нельзя, жито нельзя. Ну, уже паутина в этом году закончилась, так я разумею? Что? Рыбку уже в этом году уже продавать не будешь, так я разумею? Не. Да пусть живет рыба, я вам скажу. Да. А это вот основное Ну, козырное, да? для отдыха людей. Для рыбалки. С минимальным комфортом. Да. Ну, може, доживем до тих часов, коли тобі на 25 годів буде. Ну, в принципе, озерная юридическом лице, она, даже если я много не проживу, то кто будет наследником моего юрлица, тот и будет арендовать дальше. Ти ж вже як юридична особа діючиш, так я розумію? Да, я с самого начала как юридическое лицо был. Перелив сильный, видите. А де ти Леніна взяв? Ленина подарили с Грицевской школы. А он висел все время с момента начала Грицевской школы средней. И, короче, когда там уже начали недавно делать капитальный ремонт, его сняли. Ну и учительница жила там на территории дома ее. И она просто забрала его себе в вагон. И потом ее сын или зять, я его увидел, Ленина, говорю, отдай мне. Он говорит, забирай. Все, забрал. Так, сейчас. Это 12 лет посадки. Вот эти вот сосны, елки, 12 лет. Как они повымахивали, видите? Да, да, да. Быстро растут. Да. Первые грибы были, сыроежки здесь. Представляете?